В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Инспектор по делам несовершеннолетних из Якутска выявил бутлегера, продававшего алкоголь несовершеннолетнему. Во время обхода подопечных полицейский обратил внимание, как к одному из домов по улице Автодорожной подъехал автомобиль. В ходе наблюдения он увидел, как водитель что-то передает вышедшему из подъезда подростку. При проверке подозрения инспектора подтвердились. Водитель оказался бутлегером, который реализовывал алкоголь несовершеннолетнему. В отношении 38-летнего водителя составлен административный протокол за продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Теперь бутлегеру грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Весь обнаруженный в салоне автомобиля алкоголь в объеме 10,5 литров был изъят. В отношении совершеннолетнего и его родителей также будут приняты профилактические меры. Следователи Нюрбинского следкома завершили расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Сунтарского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 7 апреля 2019 года в ночное время обвиняемый вместе со своими друзьями распивал спиртные напитки в квартире одного из них. В ходе застолья между обвиняемым и гостем произошла ссора, после чего для выяснения отношений они вышли во двор. Находясь во дворе, злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего, после чего злоумышленник и хозяин квартиры завели потерпевшего в дом, где обвиняемый продолжил избиение при помощи металлического черенка и деревянной скамьи. После полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый был задержан и по ходатайству следствия и по решению суда заключен под домашний арест. В ходе предварительного расследования он свою вину не признал. В рамках расследования уголовного дела проведены судебные экспертизы и получены доказательства виновности обвиняемого. А в Черопчинском районе на скамью подсудимых оказался владелец кафе быстрого питания, которого судили по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание людей». Установлено, что 25-летний житель села Черопча в мае 2019 года в принадлежащем ему кафе в нарушении санитарно-эпидемиологических правил организовал производство и продажу шаурмы и сосисок в лаваше. При этом он не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и надлежащим образом не оформил открытие пункта общественного питания. Вследствие допущенных нарушений в период с 26 по 30 июля 2019 года в Черопчинскую центральную районную больницу после посещения кафе за медицинской помощью обратились 39 человек, в том числе 11 несовершеннолетних детей с симптомами сальмонеллезной инфекции и отравления. После произошедшего пункт питания был закрыт, а в отношении незадачливого предпринимателя начались следственные действия. В ходе предварительного расследования он в полном объеме признал вину в совершенном преступлении, возместил ущерб причиненным пострадавшим и раскаялся в содеянном. Судом хозяину кафе назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Прокуратура города Нерюнгри возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По данным проверки, работникам Нерюнгринской центральной районной больницы не было обеспечено качественное оказание медицинской помощи пациентке, в том числе не оценена тяжесть состояния при обращении за медицинской помощью и не в полном объеме проведены медицинские исследования. Прокуратура города направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан передали в приют благотворительного фонда «Азира» в городе Набережные Челны кошку, которую ранее злоумышленники пытались использовать в качестве наркокурьера. 23 октября на территории, прилегающей к исправительной колонии номер 10, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кошку в ошейнике. Из ошейника было изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения, предположительно гашиш. Сотрудники правоохранительных органов передали годовалую наркокурьершу в приют. Сотрудники приюта начали искать кошки с криминальным прошлым «Новый дом». На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных ситуациях в республике, в стране и мире мы расскажем в следующих выпусках новостей.